А я говорила, что перед камерой это еще сложнее. Он не верил. Но я все равно поступлю так, как я считаю нужным. Да, абсолютно да. Всем привет, меня зовут Альфия. Сегодня я буду участвовать в передаче «Самовар» от штаба татарской молодежи. И сегодня я буду отвечать на самые неудобные вопросы. Надеюсь, вам это видео понравится. Пишите в комментариях, какие задавали вам вопросы, самые неудобные. И также поддержим лайками это видео. Надеюсь, вам понравится. Первый вопрос. Богатый русский или нищий татарин? Первый вопрос уже самый жесткий. Нищий татарин. Ну, хотя тут бы можно было задуматься, ну ладно. Почему? Ну, потому что человек может разбогатеть. Вот. А мне кажется, ну, по крайней мере, для меня очень важно, чтобы был человек моей религии. Поэтому вот так. Ну, то есть для тебя национальность прежде всего? Да. Почему? Потому что этот человек будет мне роднее по культуре, по менталитету. И, думаю, общих взглядов будет побольше. Сколько должен зарабатывать твой мужчина? Ё-моё, началось. Я сильная и независимая, сама себя обеспечу. Ладно, ну, не знаю. Ну, цифр нет. Как это? Ну, чем больше, тем лучше. Предыдущий гость, девушка, ответил на этот вопрос. 200 тысяч рублей для Москвы это нормально. Ну, типа минимум. Это мало. То есть ты считаешь, Для что... мужчины это мало, да. Ну, я считаю, что должно быть больше. Мы в 21 веке, ребят. То есть мужчина... Я хочу ездить на Мальдивы. Твой мужчина должен зарабатывать больше 200 тысяч рублей. Да. Ну, по крайней мере, когда уже будет семья, да, должен зарабатывать больше. Очень важно. Учтите. На чьей одежде в семье можно экономить? Мужской или женской? Мужской. Объясни. Ну, мужчины, они очень часто могут носить одну футболку, одни джинсы, а женщинам нужно чуть ли не каждую неделю гардероб менять. Так открываешь шкаф и сразу начинается «мне нечего надеть». Вот это из этой серии. Ну, потому что девочку, все смотрят на девочку, на мужчину почти никто не смотрит. Всегда смотрят на женщину. Поэтому... Хорошо. Что первое тебе приходит на ум при слове «удовольствие»? Танцы. Как часто твой мозг действует на автопилоте? На автопилоте. Очень редко. Это имеется в виду спонтанность какая-то или что? Возможно. Как ты это понимаешь? Автопилот сам по себе. Почти никогда. И потому что я пытаюсь все контролировать и все запланировать. То есть такого, что какие-то спонтанные решения, такого нет. Хорошо. Если твоя семья категорически откажет признавать твой брак с твоим избранником, как поступишь? Ну, во-первых, такого не будет, вот, потому что родители всегда поддерживают мой выбор. Вот, даже если у них будут какие-то претензии или какие-то вопросы, то я думаю, что это можно будет решить словесно. Вот. Поэтому я не могу представить, что будет, если родители не согласятся. Но я все равно поступлю так, как я считаю нужным. Если муж пожелает, согласишься стать домохозяйкой? Нет, ни за что. Потому что у каждого человека есть выбор. Каждый человек — это личность, и нужно развиваться, прежде всего в своей жизни. Вот. Поэтому как бы нет. А если твой мужчина уже будет зарабатывать больше 200 тысяч? Это уже дело не в деньгах. Человеку всегда нужно чем-то заниматься. Если он чем-то занимается, то в какой-то мере когда-то это начнет приносить доход 100%, потому что человек захочет на этом зарабатывать. Поэтому... Может ли парень на первом свидании обнимать и целовать девушку? Дистанция 1,5 метра. Нет, ну на самом деле это зависит от того, насколько человек тебе знаком. То есть если вы, например, в социальных сетях уже переписывались, или ты знаешь как-то как знакомого, возможно. Но если это прям первое свидание, первое знакомство, нет, 100% нет. А если второе? Ну, возможно. Как произвести впечатление на татарочку? Говорить на татарском языке. Мне кажется, это сейчас очень-очень редко. Плюс танцевать.
Да. Мне важно, чтобы человек умел танцевать. Не обязательно татарские танцы. Дашь второй шанс мужчине, провинившемуся перед тобой? Нет. Нет, я козерог. Нет, 100% нет. Это прям закон джунглей. Вне зависимости от того, что он сделал? Вне зависимости. Но если Есть? это какой-то прямо мелкий проступок, смотря вот тут надо сравнить, какой может быть проступок. Примеры. Если вдруг ты узнала, что твой мужчина пошел гулять со своей подругой и не сказав тебе об этом. Если это подруга, тогда он мне скажет. А если он забыл тебе об этом сказать, и после работы он пошел гулять с подругой? Ну, Или значит, с коллегой по работе? ну, значит, все. Ну, это... Мне кажется, это не может такого быть, что если человек от тебя ничего не скрывает, он тебе не забудет про это сказать. Вы все время на связи. А если спонтанно, они после работы вместе пошли? Значит, он позвонит и скажет, что я сейчас гуляю с подругой. И ты такая, все. А если не скажет, то... Ну, все, да. Окей. Нужно ли парню реагировать на флирт и подкаты других мужчин к его девушке? Или не стоит придавать этому значения? Ну, очень сложный вопрос, если честно. Потому что это зависит от человека. То есть в каких-то отношениях это приемлемо, когда ты реагируешь. Смотря как ты реагируешь. Если ты сразу бьешь человека, тогда, наверное, нет. Нужно решать как-то совместно. Тем более я считаю, что человек, который уверен в себе, он никогда не будет проявлять именно такую агрессию в своей ревности. Что больше повлияло бы на твое решение продолжить отношения с мужчиной? Его деньги, качество или интеллект? Качество? Качество это что имеется в виду? Качества какие-то? Ну да, например, он хорошо поет. Нет, интеллект. Интеллект. Да, 100% А как же деньги? интеллект. Ну, деньги заработаем. Всегда нужно говорить мужчине правду? Или лучше обмануть, чтобы пощадить его чувства? Ну, правду нужно говорить всегда и всем, но если это какие-то во благо человека, какая-то правда скрыта, возможно, можно соврать. Если это для блага того человека, которому ты врешь. А в практике у тебя такое было? Нет. Чем докажешь? Ничего. Будешь покупать мужчине, которого любишь, сигареты и выпивку? Нет. У меня категорически такие отношения с этим. Вот, я считаю, что я как бы могу принять человека, который будет, наверное, курить и пить, пока что я не знаю, но так как я сама не любитель этого всего, и я это все не употребляю, я и сама не буду это покупать. Даже покупать это не буду. Вот. А если будешь любить мужчину и... Все равно не буду это покупать. Что является доказательством твоей любви к нему? Терпение его вредных привычек или борьба с ними? Но если ты человека принял уже как бы... Точнее, если ты уже завел отношения с человеком, ты уже, получается, его должен принять со всеми его недостатками, и менять его против воли не получится. Вот, и лучше этого не делать, поэтому лучше смириться. А человек уже, если захочет, то он сам поменяется. Как поступишь, если у понравившегося тебе парня будет аллергия на твое любимое домашнее животное? У меня у самой аллергия на всех домашних животных. У меня нет домашних животных. Поэтому мы просто не заведем это домашнее животное. А на какое у тебя домашнее? На все? Прям? На кошек, на собак. Но это не на всех, наверное, там зависит от породы. Но у меня вот начинается что-то там, высыпание. Как часто пьешь спиртное? Я не пью спиртное вообще. Совсем. Пробовала? Нет. Ну, может, в детстве, как все там, воду с рюмкой перепутать. Итак, друзья, я ответила на все неудобные вопросы. Давайте поставим лайки этому видео, подписывайтесь на штаб татарской молодежи. Готова ответить на любые вопросы. Пишите мне, пишите в комментариях, с чем вы не согласны, с чем вы согласны. Давайте устроим дискуссию. Всем пока!